истории местных имамов в произведении Асар Ризаэддина Фахриддина. Ну, вообще вопрос вот личности в истории, он уникален. Иногда мы видим, что отдельные личности влияют на историю отдельного региона, отдельного населенного пункта, а даже и страны, а то и мира. И вот крупнейшим представителем, и вы знаете, я бы назвал феноменом, можно назвать это нашего соотечественника Ризаэддина Фахриддина, который родился вот недалеко как раз от Приозерского района, в Бугульминском уезде Самарской губернии. Но вообще откуда вот это возникло, вообще как в Юго-Восток изучал Ризаэддин Фахриддин? То есть вот сегодня, не знаю, кто-то обратил внимание, не обратил внимания, но Гатин Оскар Александрович сказал ведь очень такие важные слова, очень необходимые слова, которые, в принципе, они давно назревали, и я сам о них, как историк, об этом задумывался, о том, что необходимо сохранять историю медресе, историю имамов современных, историю мударисов современных. Да, вот Оскар Александрович сказал, что вот сегодня действительно 8 медресе, а ведь их было несколько десятков, да, в начале 90-е годы, несколько десятков было их. Из них осталось сегодня 8. И вот мы со студентами задались вопросом, вопрос даже поставили себе цель. А ведь действительно, даже мы у себя в районе не знаем, кто был имамами, кто был мударисами, какая история у каждой мечети. Это, конечно, будет уникальная книга, это, наверное, целая кандидатская, Оскар Александрович, это, наверное, целая кандидатская, если кто-то возьмется за это, да, история современного мусульманского образования. Ее, кстати, пытались несколько человек писать, ее нету. И там вот воссоздать действительно для будущих поколений, воссоздать и сохранить то, что мы сегодня имеем очень богатый опыт, во-первых, во-вторых, богатую историю. И вот мы задались со студентами, или уже года 2, наверное, начали работу над этим вопросом. Ну, у нас есть еще сегодня возможность, уникальная возможность, это какая? Это побеседовать с теми, кто был участниками этих событий. Есть возможность изучить какие-то письма, какие-то книги, которые еще сохранились, но пройдет совсем немного времени. И я согласен с этим мнением, что, во-первых, неизвестно, как эта история преподнесется потом, и, во-вторых, останется очень мало свидетелей. И вот мы, изучая, где-то вот последние лет 20, подняли имамов, которые были, учителя, которые были, и воссоздали историю. Затем начали посылать в архивы запросы, изучать. И вот тут попалась к нашему вниманию такая уникальная 4 тома Ризаэддина Фахриддина, да? Это Асар. И мы удивились, что там есть и Приозерский район. Вообще феномен этого человека, ведь он и как историк, как писатель, как религиозный, крупный религиозный деятель, педагог, просветитель, каким образом, мы удивились, каким образом, не имея телефонов, не имея интернета, не имея возможности, как сегодня, даже послать письма, сесть на машину, на какой-то автомобиль, поехать, он собрал уникальный свод, уникальный не свод даже, а уникальные вот это исторические архивные данные. Он прослеживает в одном месте, я даже вот, ну, я сейчас не буду зачитывать, они, если начинаю зачитывать, это будет не интересно, но он проследил у 11 бун, у одного только религиозного дела, бун, поколений. 11 поколений только у одного из хазратов. И вот, а мы откуда на него вышли, на Асар, есть у нас такое известное медресе Береке, оно называется Губайдуллиных. Где-то оно известно, где-то оно неизвестно. Само название Берека — это изобилие, и в честь вот Губайдуллиных, семьи Губайдуллиных, оно было названо. И вот мы вот этот Асар начали изучать и удивились, что именно
Ютазинский район, он, получается, в нынешнем живет, если Бугульминский уезд был, это сейчас Альметьевский район, да? И удивились, что он очень много пишет там, в нескольких томах, то есть идет напоминание о селе Байрека, и мало того, упоминание о тех, кто были имамами там, их детей. Вот каким образом вот? Я вот до сих пор это не могу, как я не размышлял, это какой труд надо произвести, да это же сегодня. Ты послал запрос в архив, с архива тебе пришел, вот мы сейчас, когда мы сидели, переписали, напечатали на компьютере, зашли в интернет, Асар посмотрели и так далее. Так вот, например, упоминание идется о периоде, встречается биография Абдуль-Кадыра бин Сулеймана, бин Мустафа, бин Юнус и так далее. До 11 поколения. Машалла. До 11-го. Это же вообще представить даже сложно. И вот он пишет, что Разин Фахриддин сделал отметку о том, что в 1789 году Абдул-Латиф бин Ибрагим аль-Барекави еще был жив. Вот каким образом? Он же был, получается, в Альметьевском районе. Каким образом он, вот то, что в Байреке еще в 1789 году что он жил, и вот он пишет, он служил имамом, мударисом и ахуном. Ахун это хазы, вот как Рустам Хазы, это как я. И ахуном в селе Каршин-Шариф, что на реке Кермасан, к западу от Уфы. В свое время известен только ученостью и просвещенностью, имел много шахидов. Биография Искандера бин Али и так дальше, тоже 10 поколений он здесь описывает. Мы встречаем упоминания о других населенных пунктах Ютазинского района. Учитывая то, что он умер в 75 лет, а дочери были замужем в деревнях Старый Урусу и Каракашлы. Вот тоже вот каким, значит, он брал метрики, брал еще какие-то данные, и изучая это, он об этом и составил 4 тома. И вот он в первом томе много уделяет внимания, и в 4-м томе он уделяет внимание Старым Урусам и уделяет внимание Каракашлам. Вот он пишет, дети Мухаммад, Ахмад и Мухаддин, вот каким образом без интернета он узнал, один из дочерей была замужем за Шарафуддина бин Ярка в селе Каракашлы, а другая в деревне Урусу за Бакимулла, а третья Васида в селе Байрека за Габадулла бин Ибрагим. И следующий мударис, который он упоминает, Васар, это то, что он получил образование в Бухаре, Мустафа бин Ахмар бин Мансур, служил имамом, вот я привожу его прям выписку, служил имамом и мударисом в селе Байрека, что к северу от Бугульмы, умер 14 марта 1836 года в 60-летнем возрасте, похоронен в деревне Байрека. И вот мы сейчас, когда ездим, приводим, вот у нас вот конкурс Корана, сейчас было 15-летие тоже медресе, и мы туда возили, в этот музей, это Байрека медресе сохранился как музей, одна из частей, и там были на могиле, вот Байрекави, и как раз таки его сын, сейчас я найду, как его зовут, сын Губайдулла, его могилы сохранились. Вот, и вот здесь, вот, чтобы не затягивать, буду, вот здесь вот, как вот это он вычислил, я не знаю, особое внимание привлекает надпись на полях Кара Камал. Я, Абдул-Латиф бин Чураш, с целью повысить свое образование, 2 марта 1789 года выехал из села Кулшарипово. Кстати, тут у нас это Балак Бестяса Барвит, в Асаре тоже, и Балак Бестяса тоже написывает. И вот, вместе с Абдурашидара доехал из деревни Урусу, оттуда пешком дошел до Бугульмы, где получил на 2 года паспорт. Отправился с возами на Зирага из деревни Ямцубина. В это время учился Рабит Хазрат села Кариля. Через 2 года меня забрал Абдуль-Газиз Ага. Тогда же мы учились в медресе Сафар Хазрат из села Сосна. Зимой Абдуль-Газиз Ага отвез меня назад домой в Урусу. Оттуда из деревни Байрека снова отправили в Кариле, где в течение года получал образование у Рабит Хазрата. Летом следующего года переехал в Арбаш и летом провел там. Зимой отправился учиться в Хаматулла Хазрат в деревне Наласа. Весной нанял некого Халила из деревни Хасан Шаек. Вместе с арибушцами вернулся домой. Это было в 1797 году.
И вот село Урусу упоминается, и это недалеко от районного центра Ютазинского района, было образовано примерно в одно время с селом Байреке. И вот в своде Асар информации о ней не очень много, но оно все-таки имеется, и оно связано с дочерями. И вот что интересно, вот эти вот все биографии, все даты, Ризаэддин Фахриддин собрал вот в этот труд, и этот труд действительно уникален, я думаю, что он ждет своих исследователей. Но здесь статья она длинная, я ее зачитывать не буду, чтобы ваше время не затягивать. Мы ее, иншаллах, Рустам Хазаев напечатаем, и кому будет интересно, вот можно его будет прочитать. Но вот, Оскар Александрович, я подсоединяюсь, то, что все-таки пока мы с вами живы, вот Рустам Хазаев, вот, Аллах разы болсын, вы выпускаете сейчас вот это вот журналы, да, вот там сохраняется. Но вот предлагаю все-таки более активно заняться сохранением истории наших имамов, мударисов и распространения ислама на современном этапе. Саляму алейкум, рахматуллахи тааля ва баракатух. Зор рахмат, сұраулар бар ма? Шунысы белән кызык инде безнең. Менә, ней, айда, Әмір Сүлейманович. Татарша да,